Герой нашего выпуска – Хаматхан Мурцалович Албагачиев, ветеран Великой Отечественной войны, человек, внесший значительный вклад в развитие родной Ингушетии. Хаматхан Албагачиев героически прошел всю Великую Отечественную войну. Многого ему удалось добиться и в трудовой деятельности. Албагачиев Хаматхан Мурцалович родился в 1917 году в селении Гамурзиево Назрановского района. После окончания средней школы он параллельно работал и учился в зооветеринарном техникуме. Но он не успел доучиться, так как началась война, и он добровольцем ушел на войну. Позже его направили на учебу в Астраханское авиационное училище. И после его окончания он был переброшен в город Пушкино Ленинградской области в 25-й краснознаменный авиационный полк. В одном из боев его звено подбило 3 вражеских самолета, за что он был награжден медалью за отвагу. В 1943 году его полк перебросили в Азербайджан, и за несколько месяцев войны его полк подбил около 50 вражеских самолетов, среди которых были и самолеты, подбитые нашим земляком. Медаль за Кёнигсберг, она была получена в 1945 году за освобождение Кёнигсберга, и также он продолжал войну, освобождая Восточную Пруссию. Демобилизован в 1946 году. После возвращения с депортации в 1957 году он стал членом партии, окончил высшую партийную школу и занимал руководящие должности, в числе которых был директором совхоза Назрановский. Также у него есть другие трудовые медали. Материалы о нашем герое в Ингушском музее краеведения появились еще при его жизни. Отчасти способствовала этому и дружба с основателем и директором музея Туганом Мальсаговым. Со временем материалов становилось больше. О Хаматхане Албагачиеве периодически выходили статьи в газетах. Его не раз награждали за трудовую деятельность. Когда ветерана не стало, родные передали в музей значительную часть его документов и наград, чтобы эти материалы были доступны всем интересующимся историей Ингушетии и судьбами ее героев. Его папка начала формироваться еще в 70-е годы. У нас есть его фотографии, его наградные листы. По некоторой информации у нас есть доказательства, что он был авиационным механиком, то есть он знал авиационную науку и настраивал самолет перед вылетом и в самом бою. Он был очень близко знаком с основателем музея Туганом Хаджимоховичем Мальсаговым. У нас есть совместное фото с ним. Конечно, в Ингушском музее краеведения о нашем герое собрано немало материалов и обеспечен максимально удобный доступ к ним. Но чтобы по-настоящему прочувствовать его судьбу, представить жизненный путь, нужно было встретиться с родными. У Хаматхана Албагачиева 2 дочери, внуки и уже правнуки, которые бережно хранят память о нем. Из общения с ними мы узнали о герое много поистине удивительного. Мой отец родился в 1922 году в семье крестьянина в этом селе Гамурзиево. Он был очень любимый родителей сын. Их было в семье всего 2 сына и 1 дочь. Маленькая семья была. После окончания 8-летки в этом же селе Хаматхан Мурцалевич поступил в совхозтехникум. Сейчас есть этот техник. Но тогда он назывался зооветеринарный в то время. А сейчас его переименовали аграрный, он называется. Он даже не закончил ее до конца. Ему было 18 лет. И его добровольно сам, вот у меня есть газета, даже вырезка, первый доброволец из села, печатан в Грозненском рабочий, было такое. Наш герой, как уже сказано выше, ушел на фронт в числе первых добровольцев. Таким был его характер. Первым отзываться на просьбу о помощи, вставать на защиту. Поэтому он не стал дожидаться официального призыва. Он пришел домой и сказал родителям, они ничего не знали: я завтра уезжаю на фронт.
Мать плакала, сестра плакала. Что мы сделаем, если тебя убьют? У меня же всего 2 сына. Мать сильно плакала. Она даже впоследствии, когда она была еще старая, об этом вспоминала. Я ее хорошо помню. Мне всего было 15 лет, когда она умерла. Я говорю из ее рассказов. Но он сказал, я должен идти. Это мой долг. Сейчас все уезжают. Даже у кого 16 лет добавляют время и уезжают на фронт. Надо идти. Ну, проводили его. Собрались все во дворе. Все Албогачиевский род собрался, когда его провожали. Далеко не случайно то, что наш герой был отобран и направлен на обучение в летное училище. При распределении учитывались личные качества новобранцев, знания и способности. На войне нужны были летчики, истребители, поэтому его направляют в Астраханские летные училища. После Астраханского училища его направляют воевать в Сталинград. Там он воевал. Вот этот бой у него был решающий, самый важный. Он все время вспоминал об этом. Первый же боевой вылет Хаматхана Албогачиева был настолько тяжелым, что стал для него одним из самых горьких воспоминаний о войне. Был у него первый полет. Это его первый полет был. Рядом с ним был его командир, очень хороший человек, звали его Ложкин Александр. Он до конца смерти его вспоминал. И вот заметили их самолет, вражеские самолеты, начали их преследовать, стрелять начали. Эти обстреливались, и в результате этого командира попало. Он с слезами на глазах до конца смерти его вспоминал. С слезами на глазах. Он у меня на руках умер. И он посадил в самолет, и его похоронили там на части. Похоронили где-то. Его матери он написал письмо, в каких обстоятельствах он погиб, где похоронен. Все это написал он. Наш герой прошел через пекло войны, был ранен. Узнав о ранении Хаматхана, его отец, несмотря на уговоры родных, во что бы то ни стало решил навестить сына. Для войны случай невообразимый. Очень многое он говорил нам. Мы все и забыли некоторые моменты. Как-то они заметили этот, что-то заброшенное место было. И там, оказывается, немцы сидели, ждали, пока они подойдут. Бойцы были, с ними бойцы были, и отец был с ними. И они ждали, пока втихаря, и начали бой. Много погибло, говорил отец. Он особенно вспоминал этот эпизод. Бой он вспоминал. Сколько их погибло, говорит. А ему попало вот в это плечо. У него разрубленное прямо было плечо на кости у него. Попал он в госпиталь. Потом брату тут дома написал письмо. Я нахожусь в госпитале, письма не пишите мне. Все равно они не дойдут. Тогда отец собрался за ним поехать, навестить его. А дома сказали, да ты что, это же война. Это самые ожесточенные бои там идут. Нет, я пойду, все равно пойду. Умру, что сделаешь? Отец поехал за ним. Дедушка вспоминал, он умер, когда мне было 17 лет. Он вспоминал. На минут 15 мне дали поговорить. Ночевать не оставили с сыном. Так он и возвратился. Как уже говорилось, Хаматхан Албогачиев прошел Великую Отечественную войну до самого конца. Проявил себя на всех участках фронта, где ему только пришлось воевать. После этого ранения он поправился и снова начал воевать. Воевал он до 1946 года. Долго он искал своих. Его не выселили, народ-то выслали, а ему ничего не сказали. Он воевал до 1946 года. Вот эта фотография, когда он матери прислал. Мать ее сохранила.
письмо его, вот эту фотографию, она всю жизнь держала. Нам даже не давала смотреть. Этот портрет она сняла потом. Так она дорожила сына. После демобилизации Хаматхан приехал к родным в Казахстан. Пусть и незавершенное обучение до депортации в сельскохозяйственном техникуме позволило ему успешно проявить себя на соответствующей работе. На хорошую должность его поставили, управляющим отделением. Я сама родилась там, это Молотовский район, Кустанайская область. Я там родилась в 50-м году, я поэтому помню. Он работал в животноводском отделении, управляющим. Когда мы в 1957 году вернулись, и отец тоже с нами вернулся. Одним из самых близких друзей Хаматхана Албагачиева был Туган Мальсагов. Их многое объединяло. Оба были на войне, состояли в партии, безгранично любили свой народ и старались сделать все возможное для развития Ингушетии. Они были два друга, два фронтовика, так их называли в районе. Это основатель музея, это Туган Майсагов. Если бы не было бы его, у нас и музея не было. Он долго работал. Он был близкий друг отца, как родной брат. Вообще-то они односельчане, но познакомились они в 1957 году, когда их направили в высшую партийную школу. После этой школы они работали. И Туган Майсагов на ответственной должности, я вот не помню, какую ему дали. А моего отца секретарем парткома совхоза Назрановский. Там он лет 7-8 поработал. После этого инструктором райкома. Вот этот Туган Мальсагов, Иса Абадиев, друг тоже был. Этот папа. Сагов Магомед, директор музея, вот этот мальчик. Этот брат его. Внуки Тугана Мальсагова. Наш герой до последних дней поддерживал связь со многими боевыми товарищами. Переписывался, с некоторыми время от времени удавалось встретиться. На этой фотографии вот боевой товарищ его, русский, вот я фамилию его забыла. Они навстречу к нему поехали. Это мой отец, это дядя мой. Он каждый год ездил в Сочи, Ялту. И они переписывались, он приезжал туда, и там встречали, каждый год они в курорте были вместе. Это боевой товарищ его. На родину из депортации Хаматхан Албагачиев вернулся в числе первых в 1957 году. Его профессионализм и опыт в сельскохозяйственной сфере были крайне необходимы в восстановленной республике. Вот этот диплом он не успел получить, его забрали на фронт. Он ее получил после нашего приезда с Казахстана в 1959 году. Вот диплом зоотехника. Потом он закончился, после приезда здесь, он закончил сельскохозяйственный институт. После этого работал в совхозе Назрановском главным агрономом. Оттуда его перевели директором совхоза Назрановский. Очень трудно работал, трудно. Когда приезжал только на ночь, вот 12 часов, иногда час даже было. Она не ложилась, младшая сестра, он ее очень любил. Это совет директоров. Вот мой отец с краю. Тут все директора Северного Кавказа собирались они на какой-то семинар. У нашего героя множество боевых и трудовых наград. Большую часть из них родные передали в Ингушский музей краеведения. Некоторые оставили в память о нем. В мирное время ему дали 2 ордена «Знак почета». За освоение целинных земель ему дали еще в Казахстане. Он ее вообще с костюма не снимал, всю жизнь носил он его. Здесь на фотографии тоже. Он любил ее. Я поэтому в музее ее не сдала себе, оставила на память об отце. И в родном селе, и на работе Хаматхана Албагачиева очень уважали. В нем было редкое сочетание профессионализма и человечности. Уважали его в районе очень. Он был членом бюро райкома. А первый секретарь его очень уважал. Если он что-то скажет, так надо делать, он подписывался.
Не, Хаматхан Мурцалиевич, я возражать не буду. Вот так. Так его уважали в районе. Спокойный был. Любил нас сильно. Что я хотел он, чтобы мы учились хорошо. Всегда объяснял нам. Был очень такой грамотный. Ну, у него же почти 2 высших образования было. Дочери Хаматхана Албагачиева, Марит и Марим, рассказывают о своем прекрасном отце детям и внукам. Это наглядный пример того, каким нужно быть и в работе, и в целом в жизни. У нас всего было 2 девочки. Еще, когда он был на войне, он нашел какого-то мальчика. Снаряд попал в их дом, все погибли. И на трупах сидел мальчик, лет 3. Да. Он ее взял, побежал куда-то, там санитарную часть там была недалеко, туда взял, сдал. До конца смерти он не знал, где он, очень переживал. Как, что с этим мальчиком? Вот сейчас это интернет, связи, а тогда их не было. Если бы эти были, как сегодня, он бы нашел этого мальчика. Он кушать носил ему. Кушать носил. Вот когда будет у него немножко там что-то попадет, он ему отдавал. Отдавайте мальчику, он очень слабенький. Внуки знают о дедушке в основном из рассказов родных, потому что наш герой довольно рано ушел из жизни. Конечно, у них сожаление о том, что не удалось с ним пообщаться. К сожалению, я его не застала. Почему-то мне всегда хотелось именно с ним пообщаться, потому что по рассказам моих родителей, моей мамы, тети особенно, да и посторонние люди абсолютно, которых я не знаю, когда узнавали, чья я внучка, всегда мне говорили, что ты можешь гордиться своим дедушкой, не потому что у него были такие высокие должности, не потому что он был летчиком, депутатом, просто он очень многим помогал. И всегда был очень добрым, отзывчивым и бескорыстным. И кто бы к нему ни обратился за любой помощью, если он мог, он всегда помогал. С трудоустройством одной из нас помогли, когда узнали, чисто бескорыстно, когда узнали просто чья внучка. Сказала, что когда-то она была соседкой, и что они очень часто к ним приходили за помощью, именно к бабушке, к дедушке, и что ни один раз, чтобы не было такого, чтобы они, говорит, отказались, чтобы они там жестом, взглядом, словом, что-то недовольство показали. Говорит, всегда, говорит, были улыбчивы, всегда доброжелательны, всегда гостеприимны. Такая, и дом был полная чаша у них. Вот пока он был жив, дом был полная чаша, было весело, дом пустым никогда не был. Всегда там бывали и мы. Все его, конечно, любили, тянулись к нему все. Мама всегда, вот, со слов мамы, описывала его таким, что вот он был очень добрый. Вот именно, что с ним дома было очень так весело, комфортно, что он любил детей очень, что вот пошутить очень любил. Что вот если мы приходили в гости, но я этого уже не помню, что мы у него и на плечах. Он очень радовался, когда мы приходили. И вот я помню даже вот один момент, мне было 2 года, когда он умер. Вот как-то вот у меня вот это детское что-то вот осталось, вот это именно вот как вот сюжет один. У них стол был, на этом столе стоял телевизор, а сзади было окно с форточкой. И вот бабушка меня побила за что-то. И я залезла на эту форточку, открыла. И вот я помню, я кричала в это окно, его звала. Вот он шел домой, он так на меня посмотрел, улыбнулся и зашел. Ну, естественно, бабушка получила. Детей он очень любил. Вот мама говорила, что вот он прямо до последних дней, особенно уже в последние вот его годы, он вот очень часто этого мальчика вспоминал, которого он во время войны спас. И вот он говорил часто, что вот жалел очень, что надо было мне принять что-то, придумать что-то вот как-то, чтобы его привезти сюда на родину, сюда домой. И он бы мне был бы сыном, он всегда говорил. Хаматхана Албагачиева не стало в 1981 году. Поначалу не предвещавшая ничего опасного простуда буквально за считанные дни перешла в осложнение. 3 недели он всего болел. Пневмония у него была, внезапно открылась. Была простуда, он ходил на работу.
В это время, в момент смерти, он был главным агрономом управления сельского хозяйства района. Это было в 1981 году. В 1981 году. В этот день у меня и сын родился старший. Я его и до сих пор люблю очень, из семьи. Потому что в тот день он у меня родился. Вот после уже я слышала, рассказывали, что вышла газета, оповещала о его смерти, о его кончине. И это говорят, эти похороны, это тязит, это он был бесконечный. Ну, приятно, что сказать, что мы его внучки, нам не стыдно, самое главное, что мы можем гордиться своим дедушкой. Хаматхану Албагачиеву удалось достойно пройти сложный жизненный путь. Наш герой, несмотря на трудности, всегда оставался верен понятиям чести, добра и справедливости. О его судьбе нужно знать и помнить не только родным. Это хороший пример для подрастающего поколения. Вот именно мой сын пошел прадедушка, имеется в виду, он любит собирать эти самолеты, он игрушки любит только вертолеты, самолеты. К сожалению, внуки не пошли, у нас другие области, у нас инженеры, учителя, зауч, но в этой области у нас никто не ушел, имеется в виду из мальчиков, что у нас нет летчиков. Хотелось бы, я и направляю именно в это русло. Собирается, и в будущем он говорит, я буду только летчиком. Но мы надеемся, что он будет как и свой. Получается, его прадедушка, как свой прадедушка, будет летчиком. Я очень этого хотела бы. И хотела бы, чтобы он был не только летчиком, и чтобы как человек он был на него похож хотя бы наполовину.